Я очень люблю Ижевск. Мне здесь комфортнее, чем в своей родной деревне. Мои корни уже тоже здесь. Вот эти леса манят, вот эти вот люди, которые меня окружают. Прям энергетика здесь другая. Какая-то творческая и слишком удмуртская, которая для моей души нужна. Здесь люди, знаете, больше вкладываются, мне кажется, вот в наполнение, кто я, к вопросам, откуда я, для чего я вообще пришел. Не важно, какой у тебя дом, а именно, кто я на самом деле, как человек. Джуски моё окно выжиятай, кай, джуски моё окно выжиятай, айрдагане мидая донайдо. Это Кунопу-Митангур. Это когда удмурты встречают своих гостей. Южные удмурты. Этот напев мне бабушка напела. Южные удмурты, их по-другому называют татарские удмурты. Бабушка моя пела, будучи удмурткой, татарские песни. И я, естественно, перенимала и как слышала, так и воспроизводила. Мне это было очень интересно. Она пела татарскую песню «Сандугаш», если можно, я воспроизведу, да? Эх, сандугачларым, сайрый сандугачларым. Как-то вот она пела, а я как слышала, так и пела. И это было очень смешно. Бабушка живет до сих пор, слава богу, ей 85. Мама молодая была, она на работу все время уходила, а бабушка меня все время не воспитывала, даже а пестовала. Если ты в 12 ночи выйдешь на улицу, то за тобой будет чертик волочиться. Если ты там, допустим, пойдешь в 12 дня купаться, то русалка выйдет, тебя на дно утащит. Вроде икона у нас стояла, да, на красном углу, но мы были язычниками. Я в 8 лет в 5 утра вставала, брала коромысло, ведро, лето, пчелки жужжат, травка зеленеет, красота. И ходила на родник и мурлыкала про себя. Приходила с водой, садилась, у меня был такой толстенный альбом, я записывала туда свои не мысли уже, а стихи. У меня очень хорошо получалось. А потом я почему-то начала слышать везде звуки, музыку. И я начала сочинять. У меня настолько душа ликовала, видя, как просто пчелка садится на цветы, опыляет. Видела в этом всю философию жизни. И я очень мечтала быть певицей. И мои мечты сбылись, я считаю. Отец у меня удмурт, мама русская. 10 лет назад еще я никак себя этнически не причислял к удмуртам. Жил обычной какой-то жизнью, городской, работа, дом, семья. А потом смена ценностей произошла. Первый брак распался, я из-за этого сильно переживал. И асоциальный в чем-то образ жизни вел. И затем попал в такую среду туристическую. Я увидел, что есть другие люди, которые по-другому живут, по-другому мыслят. Благодаря этому, может быть, такой произошел сильный поворот. Во время первого большого путешествия по Удмуртии я планировал пройти все районы Удмуртии пешком. И это был мой такой паломнический путь. Я удмуртский путешественник и шаман. Вообще шаман, конечно, неправильное слово, но его не было такого. Но это русский как бы перевод, а так это туно, кто тоже как проводник между мирами. У меня была еще цель там в каждом районе провести там обряд такой своеобразный, там, с разжижением костра, прочтением молитвы, с благодарностью. В этом путешествии я встречался с удмуртскими жрецами. Им было интересно вообще, как у простого городского человека может пробудиться вот этническая какая-то идентичность. Благодаря этому путешествию у меня появились наставники, духовный наставник, вот, Разин Альберт Алексеевич, наш великий ученый удмуртский. Сейчас мы находимся недалеко от центра Ижевска. Это парк Березовая роща, или как мы ее называем, Кышпу-Арама. И здесь еще в древности проводились моления удмуртов, здесь проводились обряды.
Когда я только начал постигать основы духовной культуры удмуртов, то мы здесь с Разиным Альбертом Алексеевичем собирались и делали обряды. Я думаю, что родовая какая-то память пробудилась. Еще с детства помню, бабушка занималась целительством. И когда уже в преклонном возрасте ее перевезли в город, к ней тоже люди приходили за помощью, за какими-то советами. Я думаю, что у многих, может быть, есть эти способности, просто не каждый как бы погружается в эту тему, не каждый верит в свои силы, может быть. Наши храмы – это священные рощи. Были и святилища родовые, домовые, общедеревенские, куала они назывались. Эти священные места, их сотни по Удмуртии, если даже не тысячи. Вот мы ездим к Сидорову Геннадию Евгеньевичу, и он тоже удмуртский жрец, хранитель культуры. Я, кстати, с ним познакомился тоже в первом путешествии своем. Сейчас он для меня главный наставник. Эта сосна для рода Тукля является священной, легендарной, я бы сказал. Да? Вот этой сосне по 400 лет, и наши предки проводили там свои обряды, праздники. Я просил в своих молениях хорошей, теплой, снежной зимы, чтобы хороший урожай был, чтобы мы зиму хорошо перезимовали, продуктов, чтобы достатки было, здоровья просил. Благодарил их за заполненные закрома, запасы наши, да, за то, что земля поет, кормит, одевает, в тепле содержит нас. В общем, за все это благодарил Инмара, это Всевышнего, Куазя, года погоды, ну и Колдысина. Колдысин – это тоже уважаемый очень наш Бог, это создатель земли, всего сущего на земле, то есть всех нас живых. Раз мы люди земли, крестьяне, да, чтобы мы всегда умели пахать, сеять и любоваться своей работой. То есть всю душу, любовь отдавали своему ремеслу. Была идея у меня давнешняя музей-мастерскую построить. 12 лет отдал вот и здоровье, вот и время 12 лет. Смотрите, сколько мог бы сотворить, если бы я не занимался строительством этого здания, музея. Но это тоже творчество. Созидательный труд, пусть простенькое, но как удмуртский народ простой. Я утром рано прихожу на работу, сюда захожу и так обхожу их, беру бубен тоже, пройдусь по центру, 3 круга сделаю по солнцу и как-то настраиваю себя на рабочий день. 70 у нас родовых объединений, 70 родов. И у каждого рода имеется свое древнее божество, тотем. Это понятие еще, знаете, очень таким глубоким корням древним уходит. Тотемизм, он сохранился среди европейских народов. Наверное, у нас только уже, у удмуртов. И я этим даже горжусь. И я свой тотем искал. Птица такая, гусь. И поэтому у меня вот и трон тут с навершием гуся, вот видите, вот видим, да. И здесь вот тоже Тукля написано, гусь, и там 14 столбцов. 14 – это символическое изображение тех деревень, которые сохранились из рода Тукля, ну, в нашем районе имеется в виду. Я вообще счастлив, что у меня были родители такие простые труженики, были крестьяне, но мать всегда мечтала быть учителем, и учителей она просто обожествляла. Не дай бог что-нибудь против учителя и что-то плохое сказать это было. А нас 7 детей, представьте себе, все с высшим образованием. Ну, не жили, скажем, в богатстве материальном таком, но вот она всегда хотела, чтобы вы были образованными и любящие работу. Вот она этого добилась. Я вырос в столярной мастерской, вот, валялся на стружке, вот, и на свету переливались таким перламутром и всякими оттенками. Наверное, оттуда у меня любовь все-таки. Это с детского садика я отлучался от всех детей и летом ложился на травку и любовался небесами, это, облаками. Это каких только я существ там не видел. Но я страстно рисовал. Любил коней рисовать я. А потом уже в 4 классе я писал сочинение, кем я хочу стать.
Ну, художником написал. И в 10 классе на последнем звонке я читаю твое как бы самое лучшее сочинение слов перед всей школой. И слово акварельный я даже не знал, как правильно писать. Написал аквалерный. И так и прочитали вот, да. Я же весь покраснел, там, в пот меня бросило от стыда аквалерный. Ну а что сделаешь? Ну вот так. В 9 классе я уже срубы рубил с отцом вместе. Это ремесло нелегкое. А осознанно пришел к резьбе, наверное, это все-таки с открытием дома ремесел. Я влюбился в это дерево на самом деле. Многие скульптуры приходили во сне. Я их оставалось только до бумаги зафиксировать. Сон – это чудесное явление. Вот бывает, вот мучаюсь, да, вот карандашом что-то вот, вроде что-то в голове есть, но не ложится. И раз сон приходит, простенькая такая вещь. А вообще идеальное искусство, оно простое должно. Дело в простоте. Вот надо найти простоту. Вот главное. Дерево любит простой гармонии. Я любое дерево люблю. Я не могу обидеть какое-либо дерево, потому что для меня это живое существо. Я люблю сосну обнимать. В лес иду, березы. Они же для меня как женщины. Вот. Они энергию дают. Без леса я жить не могу. Если мне тяжело, я ухожу в лес. Бывает, и первый снег, а я с корзиной иду. Многие у виска крутят. Да, просто беру и все, корзину. Вдруг чагу там найду. Вдруг замороженные грибы еще найду. Всяко может быть. Лес всегда что-то дает. Лес для удмурта вообще это храм. Благодаря нашим лесам мы где-то еще свою удмурткость сохранили. И народная вера, и наше вот декоративно-прикладное искусство, это идет от крестьянства, от народа, от земли это исходит. Все взаимосвязано с нашей верой, с нашим отношением, с философией народа. Все это единство создает. Лешки, 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 лешки. Айда, мои хорошие. Айда, малышня, карандашня. Ай, какие вы снежные. Подожди-ка, кто будет еще морковку? Овсянка? На. Ой, ты обжора. Ты бы только ела и ела, да? Очень вкусно, да? Ты тоже будешь дырявое ухо морковку? На. Не хочешь? Ну, знаешь ли. Буду, не буду, хочу, не хочу. Ну, моя славная. Олень – это какая-то такая сказочная история. Красивые, добрые и в то же время боятся и все равно подходят. И вот это вот волшебство. Это пятнистые олени. Многие зимой спрашивают, а где пятнышки? Я говорю, приезжайте летом, увидите. Сейчас у них зимняя шкурка. Вот это дырявое ухо. Ей кто-то откусил ушко. Видимо, с кем-то дралась за тарелочку с кормом. У них вся вражда, соперничество только за еду. Мы даже и не зоопарк, потому что все равно в зоопарке нет такого тесного общения. Зоопарк – это просто посмотреть. А у нас такая домашняя атмосфера. С ними общаешься, кормишь, гладишь. То есть эмоция совершенно другая. Это у нас парк семейный. Все с мужем вместе делаем, дочери тоже помогают. Мы приобщили всех родственников, племянники и внучатые племянники. У нас все приезжают помогать. Но недалеко же, тут 20 километров до города Ижевск. Мы все время, каждый день ездим, приезжаем туда-сюда. Первых оленей мы купили буквально, у нас было 6 моролят маленьких, полугодовалых, и 9 пятнистых оленей у нас было. Нам их привезли, когда мы их выгружали тут. Они все разбежались по разным углам. Они были абсолютно неручные, ни к рукам вообще не подходили. Первые 2 недели я тут по вольеру ходила, уговаривала, говорю, ну смотрите, ну зернышки, ну пойдемте ко мне, подойдите. А они все разбегались по разным углам, говорят, мы за безопасность, подходить мы к тебе не будем. А потом недели через 2 приехали ГТРК Удмуртия к нам снимать новость. И оператор ходит вокруг вольера, я говорю, ну снимайте через сетку. И все равно они к рукам не подходят. Оператор Иван говорит, что я так через сетку могу и в зоопарке снимать, хочу в вольер. Они зашли,
А я пошла за ведром с овсом. Захожу в вольер, моралята к ним подошли, в микрофон уже им дают интервью, камеру облизывают, и вот с легкой руки ГТРК Удмуртия они начали к нам подходить. Я жила в деревне, а деревня у нас была маленькая деревенька. Там было 10 домов. Была ферма, много животных. И когда деревни начали вот эти маленькие убирать, и наша деревня тоже прекратила свое существование. Но деревня была очень красивая. И причем вот по пейзажу у нас было примерно так же. Были поля, вот эти вот косогоры такие. И у меня еще у маленького ребенка, вот это я училась в 5 классе, когда мы уехали из этой деревни, и у меня в душе далеко-далеко была такая глубокая мечта, вот когда-нибудь я возрожу эту деревню, приеду. И лет 10 назад я мужу говорю, ну что, пора ведь уже возрождать деревню. Мы с ним все обошли, приехали все эти территории наши, где я росла все мое детство. Но, к сожалению, все поля уже заросли деревьями. Но, видимо, вот та глубокая мечта, и потом вот это вот поле, в общем, я, наверное, ту мечту осуществила уже здесь. Мы здесь организовали вот такое красивое место, приезжают люди, остаются счастливые, довольные. Я людям дарю кусочек счастья. И от этого я тоже очень счастливая. У моей прабабушки были способности к видению, ее даже называли ведьмой. Ведынь говорят, но это слово не в негативном ключе, а именно ведущая женщина. Я ее в детстве, честно говоря, очень боялась. Но перед смертью у меня такая любовь к ней проснулась. Просто такая сильная. Потому что я начала учиться именно в фольклорном отделении, где я начала понимать, что такое род, что такое вообще родственники, твоя кровь. От уважения, и просто, мне кажется, сердце мое открылось. Я зашла к ней в дом, она уже такая была слабенькая, у нее было кольцо серебряное, как будто глазик такой смотрел необычный. Я стала на колени и говорю: бабушка, благослови меня, что меня ждет? Она приложила руку, сначала правую, потом левую. Все будет у тебя, доченька, хорошо, говорит. Взяла, дала кольцо мне, это помню. Надевай, говорит, носи. Я думаю, то, что она мне от большой любви дала оберег. Вот это я чувствую. Зангари карнанет, Ванюк солен ведраес, Утыке тушке тудсакиле, Ванюк солен гажанет. Удмурты очень чувствительный народ. Они до сих пор не утратили вот эту вот веру в бог солнца, бог воды, бог деревьев и так далее. То есть они тонко чувствуют природу, тонко чувствуют людей. Это очень хорошие психологи. Если бы развивать в нашей современной среде, из удмуртов бы получились очень хорошие психологи. Знаете, у меня был творческий кризис недавно, после развода с мужем. С мужем, когда жила я, он меня все время отправлял на сцену. Он видел во мне музу. Он видел, как я счастливая. Естественно, дети это чувствовали через мамины улыбающиеся глаза. И все время творчество шло. Сольный концерт. В Москву поехала. Получила 2 место на конкурсе в Мариэл. И это все было благодаря бывшему мужу. Как мы с ним развелись, у меня ощущение, как будто у меня такая антенна пропала. У меня в депрессию все больше и больше вгонялось. Кто я? А чего я достигла вообще? Настолько мне было плохо. Я просто села за инструмент и начала импровизировать. И меня отпустило. Видите, через боль что-то идет. От радости писать можно, но вот именно такие добрые какие-то моменты, да, но не глубокие. Только на дне ты понимаешь, что есть точка отталкивания и выхода вперед. Эту идею вынашивал давно.
хотел пройти от истока до устья Камы, начиная с маленького родника до устья, где вместе слияние с Волгой. 27 июля я выдвинулся в путь. Кама начинается в селе Кулига, это старообрядческое село. Там она несудоходная еще, поэтому первые 3 дня я шел пешком и уже пересел на байдарку дальше. Сколько я путешествовал, пока мне там 3 месяца. Очень все люди открытые, отзывчивые. Был такой момент, когда у меня телефон сел, уже было темно. То есть я прихожу, там какой-то там непонятный бородатый мужик, и вот, стучусь в первый попавшийся как бы дом. Вижу, что свет горит, выходит дедушка, и вот просто мы с ним разговорились так, что подружились, нашли общий язык. Он живет один, он очень такой добрый, открытый. Такие вот простые встречи, знакомства, они очень такие яркие, запоминающиеся. Последний день, когда я финишировал, пошел снег. Один раз я чуть не погиб на Каме. Я проходил уже водохранилище, было широкое место, где впадала другая река. Там, в середине дня налетела гигантская туча, и огромные волны достигали 2-3 метров. Я просто там ничего не мог сделать, просто сидел, схватился за байдарку, вцепился в нее и вот сидел так, пока ждал, меня прибьет к берегу. Вот. Тогда я еще не осознавал всей опасности, но все равно было страшно. На каждой волне я с замиранием сердца думал, что сейчас меня перевернет. И если бы я перевернулся, возможно, до берега бы я не доплыл, потому что до ближайшего берега было несколько километров. В конце уже дня какой-то маленькой прибрежной волной меня в мгновение перевернуло. И вся моя техника, к сожалению, утонула. Съемки пропали все осталось на дне. Там было порядка 4000 кадров, фото, 400 видео. Хотелось через это путешествие познакомить с нашей природой, какая вот она Кама в Верховьях. В Верховьях мало кто вообще бывал. Но я думаю, что такие места, наверное, еще нельзя, может быть, раскрывать. Что-то такое сакральное должно было остаться. Многие, может быть, меня там считали, а может быть, считают там немного сумасшедшим в каких-то там вещах. Вот. Но сейчас уже многие смирились, может быть, поняли, что у меня какой-то свой путь. Вот что-то меня ведет своей дорогой. Я точно знаю, что там есть случаи и примеры, когда я какими-то своими там действиями смог других людей тоже как-то вдохновить на что-то, как-то изменить тоже свою жизнь. Вот. Даже ради там 1-2 человек, с которыми это произошло, я понимаю, что уже это было все там не зря сделано. Удмурты – это гостеприимный народ, простой и очень работящий. Ну и упрямый. Упрямый – это в работе. Если они цель поставили, вот добиваться своего. Вот это вот черта нашего народа. Анай кыл, мы говорим. Анай – это мать. Материнский язык. От матери мы идем. Поэтому как сохранить культуру без языка? Как молиться своим богам? Обратиться к своей вере? Очень сложно. Вот. Россия, я считаю, это как весь мир, остальной мир, потому что здесь около 200 коренных народов живет, да? У каждого своя культура, своя вера, свой язык. Вот сохранить вот это огромное ожерелье планеты, а без этого, нельзя жить. Надо просто творить. Землепашец, он должен пахать с любовью, да? Писатель, он с любовью писать. Врач с любовью лечить. Это все на основе любви. Творчество без этого не может быть. А вообще-то радоваться надо каждому дню. Каждому дню. И каждому дню надо благодарить, что день не зря ты прожил. А чтобы не зря ты прожил, надо как раз заниматься тем, для чего тебя Бог родил, создал.